сказала. Но я еще не слышал новостей. Мощный взрыв разрушил всю центральную часть девятиэтажного жилого дома, уничтожив 64 квартиры. Остались только пустые окна. Это случилось в полночь, когда жители дома мирно спали. Тех, кто еще жив, удалось спасти. Остались только мертвые, почти 150 человек. Сегодня бандитизм – это, я бы сказал, главная политика Чечни. Никуда не уйду. Вот так. Не уйду. Такой компанейщины в деле борьбы с коррупцией не приемлю. Скуратов заявил, что на каждого члена правительства можно заводить уголовное дело. И я думаю, он говорил правду. И не только говорил, но и на самом деле завел дела против наиболее коррумпированных членов семьи и даже, возможно, против самого Ельцина. Однако Скуратова засняли в сауне с двумя девушками в процессе полового акта. И показали эту пленку на российском телевидении в телевизионный час пик. После этого с помощью разнообразных сложных маневров Скуратова убрали. А разработал и осуществил эту операцию малоизвестный в ту пору директор ФСБ по имени Владимир Путин. Никто о нем даже и не слышал в то время. Мое мнение по этому вопросу известно. Оно соответствует мнению президента и премьер-министра страны. Юрий Ильич должен уйти в отставку. Популярность Ельцина тогда упала до 2%. Поэтому были серьезные сомнения в том, поддерживает ли Ельцина в России хоть кто-нибудь. Аналогичный опрос общественного мнения показал, что только что назначенный премьер-министром после блестящей операции против Скуратова Владимир Путин пользуется поддержкой всего 2% населения. Начали ходить слухи, весьма зловещие, о том, что можно ожидать терактов. И что в них кого-нибудь обвинят, и что ими воспользуются либо для объявления чрезвычайного положения, либо для чего-нибудь еще. Дома взорвались глубокой ночью, чтобы убить как можно больше людей и запугать всю страну. Руководство заявило, что имеется чеченский след. Не доказательство причастности чеченцев, не наличие чеченской бомбы, а именно след. После взрывов, которые, казалось, были направлены против самого народа России, страна сплотилась. Новая война в Чечне получила всенародную поддержку, и поначалу эта война действительно принесла кое-какие успехи. Действия авиации и артиллерии набирают максимальный оборот. Военные говорят, что сейчас их никто не остановит. И рейтинг популярности когда-то безвестного главы ФСБ Путина возрос до небывалых высот. Владимирович Путин. Я моему красавице головой. Помогите мне! О, мой дедушка любит! Дяденька!
Крайне маловероятно, что без войны тогдашние правители России смогли бы удержать власть. Без войны их ожидала народная месть. В результате войны им удалось не только сохранить власть, но и передать ее себе подобным. И не было бы никогда никаких вопросов по поводу такого развития событий, какими бы странными они ни казались, не допусти кто-то одной единственной ошибки. Вечером в среду жильцы 77-квартирного жилого дома в одном из спальных микрорайонов Рязани сообщили на ближайший пост милиции, что возле подъезда стоит подозрительная машина. Прибывший наряд обнаружил в подвале 3 мешка. Предварительный анализ дал положительную реакцию на гексоген. В подвал одного из домов в Рязани было заложено взрывное устройство. Террористов, увы, заметили. И один сообразительный жилец рязанской многоэтажки вызвал милицию. Я встречала этих милиционеров, когда выходила на улицу. Первоначальная реакция была как обычно, поскольку звонков в городе было много от всяких бабушек и бдительных других граждан по поводу любого мешка. И когда они спустились в подвал, и когда они вышли, то есть выражение на лицах было абсолютно другое. Когда они увидели взрывное устройство с детонатором и часовым механизмом, которое было подсоединено к несущим опорам здания, то выбежали оттуда, эвакуировали жильцов этого и соседних домов, а потом и весь район. Когда нас вывели где-то без 10-10, начали милиционеры отбегать, звонить, стучать, что дом заминирован, всем выходить. Люди после того, что было в Москве и все другие все эти случаи, естественно, выскакивали в тапочках и в халатах. В течение всего сегодняшнего дня рязанские правоохранительные органы работали в усиленном режиме. Искали террористов, которые вчера вечером заложили мощное взрывное устройство в подвал дома 14/16 по улице Новоселов. На выездах из города милицейские кордоны были усилены сотрудниками других силовых ведомств, в частности таможенного управления и десантниками. Однако пока проверки на дорогах результатов не принесли. По всей видимости, террористы скрылись из города сразу. Есть положительные сдвиги. Об этом, в частности, свидетельствует вчерашнее предотвращение взрыва жилого дома в Рязани. Вскоре, когда весь город уже находился на осадном положении, вокзалы заблокированы, аэропорт закрыт, кто-то кому-то позвонил из телефона автомата. А не в меру бдительная телефонистка решила этот разговор подслушать. Спрашивает: дама с вами? Нет. Дама едет троллейбусом в 12 часов. Машина где? Машина на стоянке. Выезжайте по одному из Рязани, везде перехваты. Ну и тут уже прям, наверное, простому человеку ясно, что это, если у всех в голове только один террорист. Местная милиция, которая была не в курсе дела, определила номер телефона, думая, что получит номер чеченских террористов, организаторов взрыва. К их удивлению оказалось, что номер на самом деле принадлежит ФСБ. Вскоре все 3 виновника в этом были арестованы и предъявили документы сотрудников ФСБ. ФСБ немедленно вмешалась и затребовала их освобождения. К тому времени стало ясно, что отмолчаться ФСБ уже не удастся, что им придется дать этому какое-то объяснение. Это не был взрыв, во-первых. Во-вторых, не предотвращен, и думаю, что не совсем четко сработали. Это было учение, там был сахар. Взрывчатого вещества не было. Как вы могли бы прокомментировать данное высказывание? На сегодняшний день следственные действия практически все завершены. И на все те вопросы... Как называется статья, по которой вы проводите расследование? Статья, она изначально была одна. Какая? Терроризм. Приготовление к совершению терроризма. Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело. Она что, возбудила уголовное дело против самой себя? Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения. Как получилось так, что даже руководство МВД спустя лишь 2 суток в такой курьезной ситуации узнало о том, что это учение? Почему получилась такая задержка во времени? 2-суточная, я так понял. Так вы поймите, что, знаете, я думаю, несостыковки какие-то могли быть, но в ходе учений... Извините меня, но мы спрашивали вас, предоставьте нам этих людей, которые заложили эти мешки. Предоставьте эту машину. Где они? Я хочу вам ответить, что повторить то, что